Выражаю глубокую признательность премьер-министру Республики Армения, уважаемому Николу Воваевичу Пашиняну, за традиционное гостеприимство и прекрасную организацию заседания нашего Совета Евразийского экономического форума. Также позвольте выразить свои самые теплые поздравления по случаю недавно прошедшего национального праздника Дня независимости Республики Армения и пожелать армянскому народу мира, благополучия и процветания. Хочу отдельно поприветствовать глав правительств, государственных наблюдателей при Союзе, глав делегаций, участвующих в наших мероприятиях, приуроченных к нашему заседанию, уважаемого Абдулла Нигматовича Арипова и уважаемого господина Рефа Мохаммед Реза, первого вице-президента Исламской Республики Иран. В своем обращении к главам государств, членов ЕАЭС по случаю председательства Республики Армения в органах Союза в 2024 году уважаемый Никола Воваевич обозначил ряд весьма важных задач, решение которых необходимо для полноценного функционирования ЕАЭС в интересах граждан и бизнеса наших стран. Поставленные в начале года приоритеты развития Союза позволили нам эффективно выстроить работу, в том числе обеспечить качественное содержательное наполнение сегодняшней повестки дня. А как известно, она у нас достаточно насыщенная. Рассматриваемые сегодня вопросы являются весьма актуальными. Уверен, что принятые решения придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию интеграции. Уважаемые друзья, как говорят в народе, вода камень точит. Наши регулярные встречи, интенсивная работа и согласованные решения дают свои плоды. На каждой встрече мы традиционно сверяем часы, отмечаем позитивные показатели в экономическом развитии наших стран. Сегодня также хотел бы отметить некоторые экономические показатели. По итогам 8 месяцев текущего года экономика Кыргызской Республики продолжает положительную тенденцию развития с реальным темпом роста ВВП в 6,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Практически во всех секторах экономики наблюдается положительная динамика. В авангарде идут сферы строительства и сельское хозяйство с темпом роста в 39% и 7% соответственно. Во всех сферах экономической деятельности наблюдается повышение темпов роста заработной платы. По итогам 7 месяцев текущего года данный показатель составил более 11%. Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики в январе-июле 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7%. За первое полугодие текущего года приток прямых иностранных инвестиций в нашу страну по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 7,7%. За 8 месяцев 2024 года консолидированный бюджет Кыргызской Республики по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 28%. Доходы налоговой службы повысились на 19%, а таможенные платежи на 16,7%. Необходимо отметить, что доходы государства за последние 3 года выросли почти в 2 раза. Уважаемые коллеги, в этом году мы отмечаем десятилетие со дня подписания договора о ЕАЭС, и за это время сделано немало. Экономическое сотрудничество в рамках Союза развивается поступательно и выверенными шагами. Углубление евразийской интеграции идет в русле вообще мировых тенденций с учетом национальных интересов наших стран. Мы стараемся совместными усилиями преодолевать вызовы, сообща решать непростые экономические задачи. Как результат мы видим, что Союз уже состоялся как центр экономического притяжения и нашел свое достойное место в современном мирохозяйстве. Свидетельством нашему успеху служит также растущий интерес со стороны третьих стран к Союзу. Мы наблюдаем положительную тенденцию к расширению числа государств-наблюдателей и заключению торговых соглашений, что подтверждает привлекательность и значимость нашей интеграционной модели. Увеличение числа партнеров и расширение внешнеэкономических связей подчеркивают нашу конкурентоспособность и способность создавать выгодные условия для сотрудничества на международной арене. Эта тенденция отражает доверие международного сообщества к перспективам Евразийского экономического союза. С каждым годом мы углубляем интеграцию наших экономик, и уже удалось создать прочный купол экономической безопасности Союза, включая продовольственную, энергетическую и транспортную безопасность. Уважаемые главы правительств, 8 лет назад главы наших государств приняли заявление о цифровой повестке Союза. В свою очередь, Межправительственным советом были утверждены основные направления реализации цифровой повестки до 2025 года.
Уверен, что коллеги со мной согласятся, если скажу, что на сегодняшний день реализация цифровых проектов ЕАЭС требует особого внимания в условиях перехода наших экономик в цифровой формат. Уважаемые коллеги, сегодня в узком составе рассмотрели вопрос о ходе торговых переговорах, проводимых Евразийским экономическим союзом. Считаем необходимым продолжить активную работу по расширению экспортных возможностей Союза путем заключения торговых соглашений с третьими странами. Отмечу, что работа по определению потенциальных торговых партнеров должна проводиться с учетом экономической целесообразности и выгоды для всех государств-членов Союза, а именно содержательным анализом рисков и балансов интересов сторон. При этом эффекты от торговых соглашений должны быть ощутимы для всех государств-членов, и интересы отечественных предприятий должны превалировать. Также при содержательном наполнении торговых соглашений необходимо учитывать элементы изъятий, защитных мер, в том числе и триггерных. Думаю, мы идем в правильном направлении, акцентируем особое внимание на внедрении механизмов по развитию внешней и взаимной торговли товарами. Считаю, что развитие общего рынка товаров должно идти в ногу со временем и с применением современных инструментов. Одним из таких инструментов является общий биржевой рынок товаров, концепцию которого мы рассматриваем на сегодняшнем заседании. Создание такой площадки, несомненно, окажет положительное влияние на формирование объективных рыночных цен, в первую очередь на социально значимые товары, на рост объемов торговли не только товарами, но и производными и финансовыми инструментами. Уважаемые друзья, основой обеспечения устойчивости экономического роста, наращивания торговли и конвергенции наших экономик остается развитие кооперационных связей и стимулирование формирования региональных цепочек добавленной стоимости. Именно с этой целью в Союзе сформирован механизм финансирования совместных кооперационных проектов. Вместе с тем, поступающее в комиссию предложение от финансовых организаций и бизнес-сообществ свидетельствует о необходимости внесения поправок в положение об отборе и реализации кооперационных проектов. Мы также поддерживаем участие в механизме финансирования кооперационных проектов международных финансовых институтов, которые созданы государствами-членами в целях развития евразийской интеграции. При этом считаем необходимым включить Российско-Кыргызский фонд развития в перечень финансовых организаций, участвующих в данном механизме. Также предлагаю по итогам текущего года провести предварительный анализ функционирования механизма с учетом поступившихся проектов, запросов и предложений и рассмотреть в перспективе возможность расширения источников финансирования для реализации совместных кооперационных проектов и в других секторах экономики с учетом баланса интересов всех участников нашего интеграционного объединения. Уважаемые члены Межправсовета, основными бенефициарами результатов интеграции являются наши граждане. Мы достигли такого уровня интеграции, когда бизнес и граждане государств-членов понимают и глубоко верят в единство экономического союза, соответственно, требуют к себе одинакового отношения как к своим гражданам, находясь на территории любой из стран ЕАЭС. Высокая степень реализованной свободы движения рабочей силы позволила нашим гражданам напрямую ощутить и оценить эффекты от экономической интеграции. При этом особое внимание заслуживает некоторые сообщения о разработке национальных законодательных актов, направленных на ужесточение регулирования сферы миграции. Мы исходим из того, что законодательные инициативы не должны противоречить нормам договора о ЕАЭС, то есть не должны распространяться на наших трудящихся граждан и членов их семей, как в инициируемых государственными структурами документах, так и в публичном пространстве. Необходимо четко разделять права граждан стран ЕАЭС и стран в него не входящих. Призываю комиссию совместно с уполномоченным органами наших стран находить взаимоприемлемые и оптимальные решения в таких вопросах. Очень важно не растерять достигнутый прогресс, делая шаг вперед, нельзя делать 2 шага назад. Уважаемые участники заседания, одним из основных локомотивов свободного передвижения товаров является транспортная отрасль. Ни для кого не секрет, что уровень развития транспортной инфраструктуры, ее интегрированность в мировую транспортную сеть играет важную роль в вопросах укрепления национальной экономики и торгово-экономических целей связи. В современных условиях, когда гибкость и мобильность является трендом, необходимо проведение совместной работы по согласованию с координированным развитием транспортного комплекса ЕС обретает особую важность.
В этих целях необходимо своевременно и качественно реализовать мероприятия «Дорожная карта» на 2024 и 2026 годы и комплексного плана развития евразийских транспортных коридоров. При этом позвольте проинформировать вас о том, что функционируя нашего внутреннего рынка иногда возникают ситуации, которые негативно влияют на обеспечение продовольственной безопасности. К примеру, в настоящее время остается открытым вопрос в сфере тарифообразования на услуги железнодорожного транспорта по отношению к отдельным видам товаров, в том числе и к социально значимым. Этот вопрос стоит рассматривать не только с призмы препятствий торговли, но и осуществления согласованной транспортной политики. Уважаемые друзья, сотрудничество в Евразийском интеграционном объединении носит системный и долгосрочный характер. Главами наших государств поставлена задача до 2030 и до 2045 годов. Необходимо в запланированные сроки завершить разработку плана реализации этих задач, которые будут учитывать достижение целей договора о ЕАЭС. Завершая свое выступление, хочу пожелать нам всем успехов в реализации указанных задач и плодотворной работы мира и благополучия нашим народам. Благодарю за внимание.